Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. С 1 февраля этого года отделение Социального фонда России по республике проиндексировало размер материнского капитала на 7,4%. В Якутии 55 573 семьям проиндексированы размеры материнского капитала. В нашей программе мы поговорим об актуальных вопросах материнского капитала, которые вызывают повышенный интерес у граждан нашего региона. Наши гости в студии: Марина Герман, управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, точнее, наверное, все-таки напомните, когда была принята программа «Материнский капитал»? Начало старта программы было дано 1 января 2007 года. Был принят федеральный закон 256 о дополнительных мерах поддержки. И как раз-таки вот этим федеральным законом были установлены порядок выплаты и размеры, и условия, конечно же. В первые годы действия материнского семейного капитала выплачивался он только на второго, третьего и последующих детей. Ну а затем уже были внесены изменения в 256 федеральный закон. И, конечно же, с 1 января 2020 года право на семейный материнский капитал получили уже родители, у которых появился первый ребенок. А если говорить о цифрах, каков на сегодняшний день размер материнского капитала? Вы правильно сказали, что размер материнского капитала ежегодно индексируется. В этом году он также проиндексирован. Если говорить о размерах, то этот размер для семей с одним ребенком, рожденным и усыновленным с 2020 года, с одним ребенком 630 380 рублей 78 копеек, если уж говорить подробно. И если семья уже получала до этого, то на второго ребенка будет доплата 202 643 рубля. Для семей с двумя детьми, рожденными и усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с 3 и более детьми, если ранее право на материнский семейный капитал у них не возникало, то также эта сумма будет составлять 630 380 рублей. Сумма для семей, у которых второй ребенок появился с 2020 года, сумма эта составит 833 024 рубля 74 копейки. Марина Евгеньевна, а получается, капитал можно называть как материнским, так и семейным? То есть произошли какие-то изменения в законодательстве? Совершенно верно, вы правильно подметили. Ранее, когда был дан старт в 2007 году, он назывался материнский капитал. Потом были внесены изменения в 256 федеральный закон. Таким правом уже стали пользоваться не только мамочки, которые родили ребенка, но и отцы, которые остались единственными родителями у детей и также являются единственными усыновителями. То есть право получили не только те, у которых родился, но еще и усыновили ребенка. Поэтому были внесены изменения, и этот капитал материнский стал еще и семейным. Это прекрасная новость на самом деле. А вот в связи с изменениями что-то произошло, связанное с тем, на что можно потратить средства капитала? Важные изменения, во-первых, внесены в законодательство о материнском семейном капитале с 1 января, хочется отметить, уточнен перечень лиц, которые имеют право на эту меру поддержки, и с учетом поправок, которые были внесены в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющим детьми, теперь будет выплачиваться лицам, только имеющим гражданство Российской Федерации, и только в том случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации по рождению. Такой порядок установлен, еще раз повторюсь, с 1 января 2024 года. И хотелось бы отметить, что этот порядок не распространяется на граждан, которые получили гражданство Российской Федерации в новых наших территориях. Это Луганская, Народная Республика Донецкая, Запорожье и Херсон. На них не распространяются эти условия.
Хотелось бы еще отметить, что социальный фонд работает в проактивном режиме с 15 апреля 2020 года, и материнский семейный капитал в проактивном режиме назначается тем гражданам, у которых родился ребенок. Всю информацию мы получаем от органов ЗАГС. Если мы говорим о гражданах Якутии, на что граждане Якутии тратят материнский капитал чаще всего? Ну, я напомню, что на что можно направить средства материнского капитала. Распорядиться можно в полном объеме либо частично по 5 направлениям. Это улучшение жилищных условий, это получение образования или образовательных услуг детьми или ребенком, также на формирование накопительной части пенсии родителя, усыновителя, приобретение товаров, услуг, которые предназначены для социальной адаптации. Это если в семье есть ребенок с инвалидностью, у него имеется индивидуальная программа реабилитации, то вот средства материнского капитала можно потратить на приобретение указанных средств реабилитации и интеграции в общество. Ну и также появилось право получать ежемесячную выплату в связи с рождением, усыновлением ребенка до 3 лет. Следует отметить, что ежемесячную выплату в связи с рождением ребенка могут получать также одновременно с единым пособием. Это следует тоже понимать. Ну и ваш вопрос, на что чаще граждане используют материнский капитал, это прежде всего, как и в других регионах, конечно же, это на улучшение жилищных условий. Достаточно, практически у нас 80% от одобренных заявлений, это порядка 75 тысяч заявлений за весь период действия материнского семейного капитала направлено на улучшение жилищных условий. Вторым по популярности это, конечно, образовательные услуги детей. А вот, допустим, у меня есть капитал, который я хочу потратить на улучшение жилищных условий. Я делаю ремонт в своем жилище или я могу на эти средства приобрести другую квартиру? Значит, подробно остановлюсь. Семья может купить квартиру или жилой дом, обменять имеющееся жилье на большую площадь, также построить индивидуальный жилой дом с привлечением специализированной строительной организации, а также реконструировать либо построить без привлечения такой специализированной организации. Также можно улучшить жилищные условия путем участия в долевом строительстве, участия в жилищном кооперативе, ну и также путем погашения кредитов, также на оплату первоначального взноса, ну и наши ипотечные кредиты. Если говорить о строительстве, то можно построить дом на садовом участке с привлечением средств материнского капитала, но обязательно там должны быть соблюдено ряд условий. Это должен быть предназначен для постоянного проживания на садовом участке, и земельный участок должен находиться в собственности либо в постоянном распоряжении как раз-таки вот того заявителя, который хочет направить средства материнского капитала. Ну и, конечно же, жилой дом, который строится на средства материнского капитала, он должен соответствовать всем установленным требованиям индивидуального жилищного строительства. И есть еще одно условие, что средства на строительство жилого дома, да, и других, вот именно в этой части, можно воспользоваться только через 3 года по рождению ребенка, то есть когда наступит ребенку 3 и более лет. Это уже свои особенности. Да, это особенности. А вот второе популярное направление – это образование ребенка. Я прекрасно знаю, что, например, в Северо-Восточном федеральном университете родители платят за обучение своих детей по программам бакалавриата, специалитета. А вот если мы говорим о том, где можно получить образование несколько другого формата, ну вот, допустим, автошкола. Совершенно верно. Не только на образование, но и на образовательные услуги, дополнительное образование, как мы говорим, да, и иные виды образования. То есть везде, где есть
образовательный процесс, учебный процесс, можно направить средства материнского капитала. Действительно, популярным также является и обучение детей в автошколе. Также можно направить средства материнского капитала на обучение частичное, да, мы говорим, потому что сумма, понятно, что не такая уж и высокая. Поэтому здесь важно учитывать фактор именно возрастной, что ребенку не должно превышать 25 лет, то есть до 24 лет включительно. Нужно собрать все необходимые подтверждающие документы, договор, как обычно, да, что является у нас подтверждением, это договор, и необходимо направить заявление. Хотелось бы еще подчеркнуть, что заявление на распоряжение материнского капитала можно и нужно подавать во избежание, да, траты лишнего времени через портал государственных услуг. Ну, наверное, организации довольно охотно сотрудничают по программам материнского капитала, зная, что средства гарантированно поступят на их счета. Совершенно верно, потому что и надо понимать, что средства оплачиваются социальным фондом, да. А скажите, вот вы отметили, что до 25–24 лет должно быть ребенку, ибо далее невозможно оплатить. Получается, мы говорим о том, что есть какой-то срок у программы «Материнский капитал». По истечении какого-то возраста нельзя пользоваться уже средствами. Мы говорим нет, материнский капитал, если уже получен родителями, то они им пользуются. А вообще программа сама продлена до конца 2026 года. Но я думаю, те меры социальной поддержки, которые сейчас осуществляются в нашей стране, да, и государство их развивает, эти меры социальной поддержки, надеемся, что программа будет иметь продолжение, потому что мы видим актуальность вот этой меры поддержки как материнский семейный капитал. Хотелось бы еще отметить, что программа не ограничена, да, сам материнский капитал. И если у наших слушателей, зрителей возникнут вопросы, хотелось бы назвать единый контакт-центр номер 8 800 100 01 100 2001. Работает колл-центр 24/7, и по всем интересующим вопросам, уточнениям наши специалисты дадут развернутый ответ. Большое спасибо, Марина Евгеньевна, что нашли для нас время, и за содержательную беседу тоже благодарю вас. Всегда будем рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.